Так, дорогие братья, сегодня мы расскажем, иншаллах, как госпожа Фатима, радiyallahu анха, потеряла своих сестер, и в конце нашего любимого пророка, алейхиссалату вассалам, своего любимого отца, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Итак, мы знаем, 29 лет Фатима осталась без сестер, единственный отец, вот теперь сегодня покидает этот мир. Этот день был очень тяжелый для нее. Когда пророк, алейхиссалату вассалам, заболел, трудности, болезни, когда Фатима видела это все, она сказала: «Ва карба аба, о горе, отец мой, который постигла тебя». Факаля, пророк, алейхиссалату вассалам, ответил: «Лайса аля абика карбун ба'да аль-яум». После сегодняшнего дня не будет никакой печали и трудностей для твоего отца, о Фатима. Итак, коротко рассказывая о смерти пророка, алейхиссалату вассалам, она сказала после смерти: «Я абата аджаба раббан да'a, я абата ман джаннатуль фирдауси ма'ва, я абата иля Джибриля на'a». О мой отец, который ответил Аллаху, о мой отец, который свое место в раю Джаннатуль Фирдаус. О мой отец, мы соболезнуем тебя Джабраилу, алейхиссалату вассалам. То есть, что мы видим здесь? Как мы знаем, Фатима очень любила пророка, алейхиссалату вассалам, своего отца, и пророк очень любил ее. Но однако мы видим, она не сказала, кроме хорошего. Вот то, что она сказала, вот эти слова, как она твердо, крепко стояла в своем имане. Не как некоторые женщины, им не 29 лет, им 60, 70. Когда их постигнет какая-то беда, они что угодно могут наговорить, что они показывают недовольство к Аллаху. Вот Фатима теряет своего отца, самого любимого пророка для Аллаха. Это какая тяжесть для нее это. Однако вот что она сказала. Итак, мы все должны эти слова повторять. Аллах позвал, Аллах забрал. Наша госпожа Саида Айша, радiyallahu анха, говорит, когда пророк, алейхиссалату вассалам, заболел, все жены его собрались вокруг него. И пророк сказал: «Уду Фатима, позовите ко мне Фатиму». Поистине Айша рассказывает, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, всегда находил рядом с Фатимой такой уют и такой покой, когда бывала она, дочь особенно. И не прошло ничего время, она пришла, говорит, Фатима. И когда мы на нее посмотрели, так сильно она похожа была на пророка, алейхиссалату вассалам, как она ходила, как она ходит, и характер, и его речь, и нрав, и лицо настолько было, говорит, похоже на пророка, алейхиссалату вассалам. И когда она пришла, жены чуть отошли, она ближе подошла к пророку, алейхиссалату вассалам. Пророк, алейхиссалату вассалам, ее позвал и в ухо сказал, шептал что-то. И тогда Фатима заплакала. Потом пророк, алейхиссалату вассалам, еще раз ближе позвал, опять шептает ему в ухо, и она посмеялась. Айша, увидев это, жена пророка, алейхиссалату вассалам, мать правоверных, я удивился, говорит, «Мара айту лахкан акраба иля аль-бука». Я никогда не видел, говорит, человек только что посмеялся и опять заплакал, говорит. Только что заплакал и сразу после этого посмеялся, говорит. Настолько близко друг к другу. Плач и смех. И она говорит Фатиме: «Ма калака абук», что тебе сказал твой отец? И она ответит: «Валлахи ма кунту ляфши сирра Расулаллах». Я никогда, говорит, клянусь Аллахом, то, что пророк, алейхиссалату вассалам, тайно сказал, наяву, не вытащу наяву, говорит. Итак, после смерти пророка, алейхиссалату вассалам, опять Айша настаивает: «Бихакки алейка, я Фатима». «О Фатима, я прошу тебя,
за мой хак, который между нами, чтобы ты сообщил мне, что пророк, алейхиссалату вассалам, сказал в день смерти. Тогда она сказала, в первую очередь, пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, что Джабраиль, алейхиссалам, каждый год с ним повторял Коран один раз. В этом году он повторял со мной в месяц Рамазан 2 раза. И еще мне он сказал, говорит, что мой смерть приблизился ко мне. Я считаю это, что признак моей смерти. Сперва он об этом сообщил. И потом сказал, «Ва инни маитум мин маради хада». О, Фатима, ты знай, что я умру с этой болезнью. Обратно не выздоровлюсь. С этого что мы понимаем? Никогда нельзя сообщить сразу, я умираю. Или кто-то умер. Водителем пошел, умер кто-то, брат, дядя. О, дядя умер. Скажи сперва, там аварию попал, в больницу попал, в тяжелом состоянии. Вот потом надо сказать, да, если он на самом деле умер, что умер. Сразу вот умер сказать, это нехорошо. Вот сам пророк, алейхиссалату вассалам, тоже дочери не говорит сразу умираю. Он дал сперва понять, что он в этом году умирает. А потом дал сказать, что он сейчас умирает. После она вот это все поняла. И она заплакала. Конечно, потерять пророка, она, мы знаем, потеряла всех своих сестер до 29 лет. Зайнаб, Ургият, Кульсум, мать Хадиджа, ради Аллаху анха. Вот в конце она остается в мире из семейства пророка одна. Конечно, это тяжело. Тогда пророк, алейхиссалату вассалам, когда увидел, что она плачет, опять ее позвал и сказал тихо в ухо: «Ама талайна я Фатима, о Фатима, разве ты не согласна? Антакуни саидата ниса аль-аламин, быть госпожой всех женщин». Конечно, это не успокоит ее. Это не успокоит, что она госпожа. Но она плачет не из-за этого, что какой-то перед Аллахом цена не будет. Она знает, что пророк, алейхиссалату вассалам, то, что до этого обещал, она получит рай. Но однако пророк опять еще одно добавляет: «Ван такуни ауаля ахли байти иль-хукам». Ты не согласна? Ты будешь первая, кто будет за мной идти к Аллаху, вслед за меня. С тухума пророка она будет первая. Афарихат Фатима. Тогда она обрадовалась, что она умирает. После пророка не будет долго жить. Конечно, ей больно было, когда она представляла жизнь без пророка в этой мире. Но когда поняла, что она вслед за пророком, она тоже долго не останется здесь, она обрадовалась. Она обрадовалась, что пророк сообщил о смерти. Она не думает о своих сыновей Хасан, Хусайн. Он не сказал: «О горе мой отец, что будет с моими сыновьями Хасан, Хусайн и мужа Али». Она обо всем забыла. Она обрадовалась, что она идет встречу к Аллаху, любимым отцом, пророком, алейхиссалату вассалам. Поистине в хадисах сказано: «Ман ахабба лика Аллах», кто полюбит встречу с Аллахом, ахабба Аллаху ликааху, Аллах тоже полюбит с ним. «Ман кариха лика Аллах», кто не полюбит встречу с Аллахом, Аллах тоже не полюбит с ним. Мы в этой мире живем для чего? Мы должны любить смерть. Мы должны любить ахират. Когда мы здесь живем, просто живем, чтобы заработать для ахирата. Любовь к мирскому, чтобы оставаться здесь, Аллах, у верующего человека никак не должно быть. Просто любить жизнь из-за жизни. Как мы знаем, дунья не стоит крылья, да? Крылышки комара. Не стоит она. Но однако, если эта дунья для тебя, как, чтобы зарабатывать ахират, конечно, она стоит много чего. Потому что если эта дунья не было бы, ты не смог бы зарабатывать ахират. Когда дунья для дунья любишь, вот тогда она не стоит крылышки комара. Понимаем, да? Поэтому дунья можно любить ради Аллаха. А любить дунья ради дунья — это гнев Аллаха. Потому что Аллах, как его создал, даже не посмотрит. И в хадисах сказано от пророка, алейхиссалату вассалам, дунья проклят. И все, что в нем, кроме благих деяний, кроме алимов и мутаалимов, которые хотят познать Аллаха. Остальное все проклятое. Когда мы говорим дунья проклятое, это не значит, там все там проклятое. Есть исключения. Мечети, харам, мусульмане, благие деяния, они, конечно, не прокляты.
Вот Фатима обрадовалась, когда она узнала, что покидает этот мир. И поистине она через 6 месяцев покинула. Мы сейчас рассказываем, как пророк, алейхиссалату вассалам, покинул этот мир. И она, когда увидела, что сахаба, сподвижники похоронили пророка, алейхиссалату вассалам, и вернулись, она направилась к сподвижнику Анасу и сказал: «Я Анас, что я у вас вижу, говорит, что у вас одежда пыли были, что они похоронили, одежда у них в пылях была». «Калат, я Анас, о Анас, ма санаатум, что вы сделали?» «Кала», она сказал: «Дафанна Расулаллах, мы похоронили пророка, посланника Аллаха». Тогда Фатима говорит: «Атабат анфусукум, я Анас, антахсут тураба аля Расулиллах». Как ваша душа вам позволила, что вы насыпали землю на пророка, алейхиссалату вассалам? Как вы смогли, говорит, это делать? Конечно, Фатима знает, каждого мусульмана надо похоронить, но надо представить, что отец находится под землей, что его похоронили. Этот день ей тяжело было. Всегда любому человеку в состоянии шока бывает допустимо и дозволено такие вещи, если она не понимает реально. Имеется в виду дозволено, прощается ему. Конечно, это не дает кому какая-то беда не постигла, сказать что угодно. Он здесь не отрицал, просто спросил: как вы смогли? «Каля лаха», она сказала: «Валлахи, клянусь Аллахом, я бинта Расулаллах, о дочь посланника Аллаха, ма надри, мы не знаем, что мы сделали», говорит. «Валлахи, клянусь Аллахом», вот она тоже отвечает. Он тоже говорит: не знаем, как похоронили, но как сразу по ходу, что надо сделали, но сами не представляли, говорит, вот это время, что мы сейчас похороним пророка, и он навсегда нас покидает. Когда мы насыпали землю на него, анкарна анфусана, мы уже чувствовали, говорит, черство в наших душах, говорит. Фахбалат тамши. Тогда после этого Фатима сама пошла в могилу пророка, алейхиссалату вассалам, моего отца, и поставила свои руки на могилу, сумма масахат айнайха, и потом вытерла свои глаза, и сказала она: «Маза аля ман шамма турбата Ахмада, Алла яшумма мада замани гавалия, саббат алайя масаибун, лав анна саббат алял айями удна лаялия». Что остается, говорит, кто понюхает запах земля пророка, алейхиссалату вассалам, запах от его могилы, чтобы он не понюхал со временем, при этом дуня много бед, говорит. То есть после смерти пророка, это уже дает нам понять, как пророк, алейхиссалату вассалам, в хадисах сказал, что после меня много смут. Раз пророк под могилой в могиле, значит над землей жить уже не настолько хорошо. Ученые говорят: небеса перед Аллахом лучше или земля? Святая, кто из них святая? Какая из них святая? Кто может ответить? Земля или небо? Там сказали, как сейчас он говорит, небо. В небесах почет Аллаха на небесах больше, потому что там малайки, там не грешат, там тут. А другие сказали земля. Но они сказали, когда пророк был в земле, живой был, ходил, тогда эта земля лучше, чем небо. Потому что один пророк не сравнится со всеми малайками. А сейчас, после смерти пророка, конечно, на небесах, цена на небесах перед Аллахом выше. Вот так ответили достоверные ученые слова. Когда вот такой еще момент есть, для интереса я говорю. Аллах говорит: кто будет вспоминать меня среди людей, я вспомню его среди лучших, чем эти людей. Сахаби говорили: ох, как Боже, если с нами рядом пророк, алейхиссалату вассалам, лучше, чем пророк, кто есть там рядом с Аллахом? Это тоже говорится, если пророк рядом с тобой, твой маджлис лучше, чем с малайками, когда рядом есть пророк. Когда уже пророка рядом нету, там уже лучше. Итак, иншаллах, следующий урок продолжим, как Фатима после смерти в течение 6 месяцев, как она прожила это время, трудные моменты жизни. Пусть Аллах примет наши слова и наши действия, чтобы было искренно. Амин, амин, амин. Вальхамдулиллахи раббил.
شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب.